Время не знает перекрестков. Столетия неспешно идут одно за другим, не сталкиваясь друг с другом, не перегоняя друг друга. Пыль веков оседает пласт за пластом. Годовые кольца нарастают на деревьях одно за другим. И долгая вековая песня Арата передается от отца к сыну, от отца к сыну. Время не знает перекрестков. Кто пройдет перевал, оставит знак. Кто проживет до 100 лет, радуется солнцу. Кто победит врага, высечет из камня изваяния. Сколько их стоит на древних плоскогорьях каменных летописцев, немых страшных рассказчиков. По этим землям проносились свирепые орды завоевателей. Походные костры бросали неверный отсвет на эти берега. Горячие кони Джучи-хана, неумолимого сына Чингизова, пили воду из Улугхема. Но все пережил народ, выстоял, и не пропал его след в веках. Есть в советской стране республика, чье прошлое столь тяжело и беспросветно, что кажется неправдоподобным. Есть народ, чье национальное существование вообще ставилось под сомнение. Мы рассказываем о тувинцах, небольшом мужественном народе, живущем в самом центре азиатского материка. Здесь, на тувинской земле, из века в век сталкивались интересы могущественнейших цивилизаций. Лет – минута в народной истории. Но именно они, последние 50 лет, оказались столь значительными в судьбе тувинцев. Именно за эти годы свершилось все то, что не могло свершиться в течение долгих веков. Эта фотография еще не пожелтела от времени. Она сделана в нашем веке, в 20-м. Но если бы и 10 веков назад существовали фотокамеры, они запечатлели бы в этих местах те же самые картины. Светская власть, наёны, тувинские князья. Духовная власть, шаманы, ламы. Им принадлежало все: стада, пастбища, души. В начале нашего века ученый-путешественник Фабрициус, посетивший Туву, написал: народ этот находится в состоянии первобытного развития человека. И таким по условиям жизни останется навсегда, пока существует. А существование его едва ли будет продолжительным. Граждане Урянхая, у нас в России, не исключая и Урянхая, утвердилась настоящая и всеми уважаемая народная власть. Власть советских депутатов.
Вот они, первые депутаты народа, учитель Беспалов и топограф Крюков. Их жизнь в революции была яркой и короткой. Они были убиты предательским выстрелом в спину. Вечная им слава. Село Атамановка, штаб партизанского движения. Тувинский Чапаев, Сергей Кочетов. Вечная слава тем, кто в жестоких боях с белогвардейщиной отстоял народную власть. Вечная слава тувинцам и русским, создателям суверенного государства Тувинской Народной Республики. Первые шаги — это трудно, нужна поддержка. Добрый сосед всегда поможет соседу, даже если ему самому нелегко. Чтобы избавить тувинцев от участи, предсказанной ученым путешественникам, нужны были врачи. Они пришли из Советской России. 15 тысячелетий живут люди в долине Улугхэма. Но лишь 37-й год идет с тех пор, как под руководством ленинградского профессора Пальмбаха была создана тувинская письменность. Ярат, никогда не склонявший головы перед врагами, встал на колени перед знанием. Люди хотели знать, чтобы строить, а построить им нужно было многое. Краю с феодальными порядками открылся путь через историческую ступеньку, из феодализма в социализм, и год стал подобен столетию. Великие перемены вывели маленькую республику на перекресток времен. А на перекрестке тихой жизни не бывает. İstin buydu varat Respublik bolsa, Sovet'in istin Respublik'in talasındamız. Sovet'in istin Respublik'in Bolşevik namında udurtup algaç. Sovet'in cezan doz udurtup algaç. German'ın faşizmin çok kıldı söner dolayında varat Respublik'in çağımızdaki şartlayın. Gecede vazı duruşur bizde tanrılarımızdaki. Великий Хурал Тувинской Народной Республики, весь тувинский народ, выражая горячие симпатии лучшему другу народно-революционной Тувы, Союзу Советских Социалистических Республик, в его исторической, Великой Всенародной войне с гитлеровской Германией, заявил о своей готовности с оружием в руках бороться вместе с советским народом до полной победы над общим врагом, германским фашизмом. В период Великой Отечественной войны дружба тувинского народа с братским русским народом и другими народами Советского Союза была, можно сказать, закреплена кровью.